Доброе утро. Недавно команда МВД по Республике Якутия приняла участие в личном командном чемпионате Министерства внутренних дел России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия в городе Владимир. Сегодня в нашей студии сотрудники полиции. Мы представляем вам их: Алексей Мурыгин, майор полиции, заместитель командира отряда специального назначения ГРОМ управления наркоконтроля МВД по Республике Саха-Якутия, Дина Амельяненко, капитан полиции, эксперт экспертно-криминалистического центра МВД по Республике, и Евгений Бысыев, майор полиции, начальник боевого отдела отряда специального назначения ГРОМ управления наркоконтроля МВД по Республике Саха-Якутия. Доброе утро, уважаемые гости. Расскажите нам о чемпионате, что он из себя представляет, какие цели преследует. Доброе утро. Чемпионат во Владимире проводится уже 13-й раз, проводит его ведомство. В данном чемпионате принимает участие в этом году около 300 сотрудников, почти со всех. Из пистолета и автомата, это А3 и А4 из автомата, то есть стандартная стрельба и скорострельная стрельба. И из пистолета ПБ-2, ПБ-3 и ПБ-8. Это все шло в зачет командный. И вне командного зачета была дуэльная стрельба и упражнения матч-42, которые были взяты из практической стрельбы. Ну, а если поговорить о составе наших участников, кто представлял Якутию, сколько человек было, кто это? Впервые ли они там участвуют на подобных соревнованиях? Команда у нас давно ездит уже, да, и у нас 4 человека. Одного нет с нами сейчас, он на данный момент в Удачном. Это подполковник полиции Егоров Андрей Анатольевич, начальник ИВС города Удачного. И вот мы трое, то есть 4 человека, 3 мужчины и 1 женщина. Но нам известно, что чемпионат длился несколько дней, по-моему, да? Да, чемпионат длился около недели. Первый день это заезд участников, второй день мандатная комиссия, перестрелочный день, когда все команды выезжают на стрельбище, там проверяют свое оружие, проводят пристрелку оружия. И потом идут соревнования 4 дня. То есть каждое упражнение подразумевает 1 день полный. Но подобные выездные мероприятия, они как на постоянной у вас основе? Вы обязательно должны выезжать? Да, конечно. Чемпионат МВД России, мы представляем республику, готовимся на протяжении года, участвуем здесь, в наших региональных соревнованиях. Мы, соответственно, пытаемся показать результат на чемпионате России, представляя наше ведомство. Евгений, расскажите, насколько, может быть, там сложно, либо наоборот легко участвовать в подобных соревнованиях? Есть ли какое-то волнение? Понятно, что служба службой, а соревнования это немного, если даже нам, обычным людям, слегка может быть непонятно, это часть службы все-таки или соревнования, это как вы немного разделяете, что это соревновательный этап, а это все-таки служба, работа, профессия. Да, стрельба, она такой вид спорта, когда ты уже борешься с самим собой. И уже тут идет на уровне. Когда здесь участвуем по республике, да, в районе, тут уровень чуть-чуть ниже, конечно, чем на чемпионате России или на всероссийских соревнованиях. Тут более сильно не волнуешься. Когда едешь туда, на Россию, другой город, уже соперников больше, все тоже мастера, кандидаты. Тут уже уровень большой. И волнение, конечно, очень большое. Надо тут уже бороться с самим собой психологически, морально. И настраиваться, собираться и выступить на отлично. Третье место удавалось ли до этого достичь таких успехов? Да, я призер чемпионата России в городе Тольятти, 3-е и 2-е. И тоже команду выигрывали, тоже 3-е место получалось. Было уже. Дина, вы одна представительница в этой именно команде женского пола, прекрасной половины, да? Насколько легко, либо, опять же, сложно в этом коллективе? Кто у вас лидер? Лидеров у нас несколько, но конкретно по стрельбе у нас Андрей Анатольевич
который сегодня отсутствует. Именно он проводит как за тренировочный процесс, отвечает, именно ставит нам технику и вот эти вот моменты отслеживает. А так в целом, так как мы команда, единое целое, то все друг за другом наблюдают, все друг другу помогают. Всегда приятно чувствовать мужское плечо рядом и совет и помощь. Всегда идут ребята навстречу. Но вы все равно чувствуете, как все-таки, как женщина, наверное, что себя за спиной. Конечно, конечно. Когда идет непосредственно выполнение упражнения, то есть ребята находятся сзади, они контролируют, они помогают советам, как-то поддерживают. Можно просто оглянуться на них, и все сразу становится на свои места. Ну, насколько вообще важно для сотрудников полиции принимать участие в подобных соревнованиях? Что оно дает вообще в целом? Соревнования всероссийского уровня, они повышают у сотрудника навыки владения оружием, потому что когда ты выезжаешь на такой уровень, чисто эмоционально ты чувствуешь себя совершенно по-другому, не так, как дома, в родных стенах, на родном стрельбище. Также идет повышение стрессоустойчивости, повышается выдержка. И данные черты, они пригодны не только при выполнении упражнений, участии в спортивных соревнованиях, но они нам также нужны по службе. Также в процессе общения идет, в ходе соревнований мы общаемся со стрелками из других регионов, идет обмен опытом. И потом полученный опыт, какие-то знания новые мы внедряем уже в среде своих сотрудников. Возможно, где-то это отразится на проведении занятий учебных. И все это в целом повышает уровень и профессионализм как органов внутренних дел, делает систему более сплоченной и сильной. Алексей Васильевич, если очень коротко рассказать, как вообще проходит подготовка, как готовитесь, за сколько времени готовитесь? Тренировочный процесс, скажем так, длится в течение всего года, да, но интенсивно мы начинаем готовиться непосредственно где-то примерно за 2 месяца до начала соревнований. Это у нас происходит отбор оружия, пристрелка оружия, боеприпасы получаем. Около 2 месяцев где-то интенсивных тренировок. А сами стрельбы они сколько проходят по времени, соревнования? Около недели. Около недели, то есть 2 месяца готовитесь, неделю выступаете? Да, день приезда туда, и вот с утра до вечера все стрелки выступают в равных условиях, вне зависимости от погодных условий. Соревнования идут на открытом стрельбище. Дождь, солнце, тучи там. Уважаемые гости, благодарим вас за то, что пришли к нам этим утром. Мы вам желаем только успехов в вашей, конечно же, нелегкой службе. Отличного вам дня сегодня и хорошего настроения.